Янузбек Евкуров в ходе рабочей встречи с секретарем Совета безопасности Ахмедом Дзейтовым поставил задачей разработать план мероприятий по минимизации ДТП и привлечь общественность к профилактическим мероприятиям. В ходе диалога они также обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах республики и работу, проводимую по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий. По словам главы Ингушетии, еженедельно на заседании правительства нужно готовить справку о нарушителях ПДД, работающих в бюджетной сфере. Раз в квартал необходимо собирать всех лихачей для профилактических бесед. Делайте такой анализ по всем нарушителям правил дорожного движения, которые сейчас у нас есть там, по году, где ДТП произошли со смертельным исходом и без, в том числе. И показать всех нарушителей, которые совершили ДТП, сколько у них было в истории уже нарушений до этого ДТП. Я помню, когда под Газиёстом два молодых парня погибли в ДТП, сами же были виноваты. У них оказалось там, у одного из водителей оказалось там более 20, что ли, нарушений. До этого уже, скоростного режима и так далее. Это говорит о том, что мы определенную профилактику или вообще никакой профилактики не проводим. Здесь вот этот анализ надо сделать. Это одно. Второе, на каждом заседании правительства еженедельном или вы сами справку, или представитель ГИБДД должен зачитывать справку. Сколько нарушителей в бюджетной сфере. Там, учителя, врачи, там, работники администрации, неважно. В бюджетной сфере сколько нарушителей правил дорожного движения. На личной машине он нарушил правила дорожного движения, или же на служебных тем более. Здесь проводить разбор, там же разбираться с начальниками. А если нарушителем сам является непосредственно чиновник или его родитель, при наличии чиновника машины, также приглашать этого чиновника, этого водителя и принимать меры, чтобы машину эту ставить в гараж на прикол, а этот чиновник пускай там на личном автотранспорте или на такси едет на работу и домой. То есть вот эти меры тоже должны быть такие. Причем потому что ГИБДД не может в рамках закона там на долгие сроки машины арестовывать, ну и так далее. Там есть свои правила. А мы можем с вами уже применять наш там административный рычаг для этого дела. Глава также поручил Ахмеду Дзейтову совместно с начальником ГИБДД создать рабочую группу, которая проведет мониторинг ситуации на дорогах в целом, выявит основные причины дорожно-транспортных происшествий, определит в населенных пунктах самые аварийно опасные участки дорог и представит свои предложения для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Надо создать в каждом селе вот эти инициативные группы молодых ребят. Может там везде проходить и в университетах, везде создать, но люди сами просят этого. И давайте совместно там проводить определенные рейды, прямо на дорогах стоять, ловить этих нарушителей. И не просто там приглашать там родителей, и чтобы не только власть их критиковала, но и общественность села, глава села, все ходили, общественный совет села, все жестко критиковали. Эти рейды проводить не просто там на перекрестках, на улице, где-то там за пределами села, а на окраинах села, в самом селе. На это тоже обратить внимание. Максимально надо сделать так, чтобы минимизировать вот эти случаи с дорожных происшествий. Договорились? Понятно. Проводите эту работу, профилактику, подготовьте вот эти совещания на субботу. И давайте мы определенные уже шаги начнем в этом направлении делать. Надо раз в квартал, мне кажется, собирать всех нарушителей, от 3 и более нарушений, у кого есть, из Дома культуры названий. Там же собирать их родителей, приглашать. Там же приглашать глав муниципальных образований. Там же статистически показывают, сколько аварий совершено за последний месяц. И сколько там этих нарушителей, которые по 2, по 3, по 5 этих нарушений более. И показать эти же больницы, где лежат больные, потому что реанимационное отделение, которые получили увечья по вине вот этих злостных нарушителей. И сами нарушители. И статистику там же подводить, сколько, больше, меньше.